Прямой эфир, телеканал Якутия-24. Это программа «Итоги дня». С вами Влад Давыдов. Добрый вечер. Смотрите далее. Все средства хороши. Как якутяне защищаются и лечатся от ОРВИ и гриппа? Когда ждать конца эпидемии? Весна близко. В Якутии начали подготовку к безопасному пропуску ледохода. Не соответствует действительности. Владыка Роман прокомментировал новость о незаконной реставрации Свято-Троицкого собора в Якутске. Молодым. Как в Алданском районе действует программа по предоставлению квартир молодым семьям? Как работает механизм? Болеем за наших. Итоги соревновательного дня зимних детей Азии в Сахалине. Репортажи наших корреспондентов по видам спорта. В Верховном суде Якутии завершилось итоговое рассмотрение уголовного дела по доводам апелляционных жалоб по делу об убийстве чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Верховный суд отменил приговор Якутского городского суда и признал подсудимого Степанова виновным и назначил новый срок наказания в виде лишения свободы в колонии строгого режима на 10 лет. Напомним, Степанов не согласился с приговором Якутского городского суда, которым он был осужден на 9 лет. Он и его адвокаты обжаловали решение суда. Второй ответчик по делу Острелин также подал апелляцию. Он был признан виновным в укрывательстве преступления и приговорен к штрафу в 180 тысяч рублей. Пенсионный фонд России предупредил о распространении мошеннических сайтов ведомства. В фонде отметили, что на поддельных ресурсах мошенники предлагают помочь с оформлением документов за деньги. Узнать такие сайты несложно. В большинстве случаев они сделаны по одному шаблону, используют многочисленные заимствования с официального сайта ПФР в виде скопированных элементов меню, разделов и символики пенсионного фонда. Но ни один из подобных сайтов не имеет к официальному ведомству Пенфонда никакого отношения. ПФР рекомендует россиянам не пользоваться указанными ресурсами, чтобы не стать жертвой недостоверной информации и мошеннических услуг. Об этом заявили в пресс-службе Пенфонда. Сотрудники отдела по вопросам миграции МВД по Нерюнгринскому району совместно с полицией и отделом экономической безопасности и противодействия коррупции выявили факт незаконного нахождения 9 граждан Узбекистана на территории России. 7 февраля текущего года решением Нерюнгринского городского суда данные граждане выдворены за пределы Российской Федерации за счет средств федерального бюджета с помещением вышеуказанных граждан в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Свято-Троицкий собор, ремонтно-восстановительные работы которого идут с 2014 года, внесен в список особо охраняемых объектов культурного наследия Якутии. Об этом нашему телеканалу сообщил владыка якутский Еленский Роман. Напомним, на днях стало известно, что в Якутске реставрацию Свято-Троицкого собора ведут без разрешительной документации. В прокуратуру поступило заявление, а Госстройжилнадзор провел проверку. Со сложившейся ситуацией руководство Якутской епархии разберется и решит, заявила владыка Роман. Насколько я понимаю, включение в реестр памятников регионального значения, которым является наш Троицкий собор, и включение в федеральный список – это привилегия Министерства культуры. Да, это их привилегия. По какому принципу это происходит, я не знаю и комментировать не могу, но Троицкий собор входит в список памятников архитектуры регионального значения. Это так, это есть. Что касается разрешения на ведение реставрационных работ. Конечно же, у епархии их нет, ибо мы не строительная организация. Но все это время, начиная с 2014 года, мы получали это разрешение сначала в Министерстве культуры, а затем в Департаменте по охране памятников. К другим новостям. В Якутске, как известно, карантин для школьников отменен, однако растет число заболевших ОРВИ и гриппом среди взрослого трудоспособного населения. Как горожане защищаются и лечатся от вирусов, и когда, по прогнозам, закончится эпидемия гриппа. Над темой работал Дмитрий Тымыров.
Опасаясь эпидемии гриппа и ОРВИ, горожане скупили в аптеках почти все запасы необходимых лекарственных препаратов. Первыми с полок исчезли медицинские маски, оксалиновая мазь и иммуномодуляторы. Продавцы столичных аптек отмечают, что в этом месяце горожане целыми пачками покупают противовирусные препараты. Покупатели, которые заболели гриппом и ОРВИ, они в основном покупают это противовирусные препараты, жаропонижающие препараты и в основном противокашлевые. В основном покупают по назначению врача. Противовирусные препараты все идут по назначению врача, так что все через врача заходит. Антибиотики, противовирусные, все лечение идет через врачей. А смотрите, а в последнее время спрос на это лекарство ОРВИ и гриппа упали или же все-таки продолжает расти? Возрастает, что у нас возрастает? По продаже маски у нас идут очень хорошо. Все масочный режим как бы это идет и покупают витамины. И это неудивительно сейчас, если заболеваемость среди детского населения уменьшается из-за превентивных мероприятий, то заболеваемость среди взрослого населения, наоборот, увеличивается. Так, показатели у нас, количество вызовов увеличивается. Вот за 2 недели у нас рост вызовов на 28%. Количество заболевших ОРВИ на 32% также увеличивается. Соответственно, выписка больничных листов также увеличилась в 2 раза. У нас в большинстве сейчас болеют люди трудоспособного возраста. И в 80 случаях это непривитое население у нас идет. Для борьбы с вирусами горожане не только покупают лекарства, но и лечатся народными средствами. Некоторые из них советуют лучше прививаться, что благоприятно действует на защитную реакцию организма. В первую очередь мне поставили прививку. Это добровольно, где я работаю, там, нашим работникам школы. А вообще прививка все-таки помогает? Помогает. Да? Это действительно помогает. Я каждый год прививаюсь. И потом обязательно надо руки мыть после, как приходишь домой. И чеснок, конечно, надо сосать. А родителям рекомендуют воздержаться от посещения общественных мест, а грудничков кормить лучше материнским молоком, что повышает иммунитет ребенка. Для безопасности лучше всего, конечно, принимать противовирусные. А после, лучше, конечно, чтобы ребенок находился дома в эти дни. И мне кажется, чтобы вообще не было, вируса, нужно оберегать, конечно, ребенка. И лучше всего грудное молоко. Если ребенок маленький совсем, то лучше, конечно, скорее всего, грудное молоко. По прогнозам Министерства здравоохранения страны, эпидемия гриппа в нынешнем году завершится в середине апреля. Об этом сообщила глава ведомства Вероника Скворцова в интервью Первому каналу. По ее словам, осталось потерпеть 2 недели, и грипп выйдет на плато и начнет снижаться. Где-то до середины апреля он уйдет полностью, сказала Скворцова. Напомним, сегодня более половины административных территорий 5 федеральных округов России охвачены массовыми вспышками гриппа. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. В Якутске состоялся научно-технический совет Ленского бассейнового водного управления. Рассмотрели схему проведения мероприятий по ослаблению прочности льда на реках Якутии. Цель – снижение вероятности образования заторов на начальной стадии ледохода. Работы предусмотрены на 46 затороопасных участках реки Лена и Колыма, в том числе зачернение на 39 участках площадью в несколько сот гектар. Распиловку льда на 7 участках, это 41 километр. В схему вошли реки Алдан, Амга, Нюя и Тока. В этом году основной участок они не меняются. Чуть-чуть километр выше или там чуть-чуть сдвиг влево-вправо. Потому что же у нас река, когда устанавливается ледостав, все-таки река меняется за летнее и осеннее время. Поэтому чуть-чуть маленькие передвижки будут. А таких новых мест проведения таких превентивных работ не будет в этом году. В основном преобладает зачернение. Мы немножко отходим от распиловки, но более эффективно, на наш взгляд, и более попроще нанести инертный материал. В Мирном обсудили возможность стыковок рейсов во время реконструкции полосы в аэропорту Якутск. Как известно, в 2020 году в главном аэропорту столицы начнутся плановые работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы.
Ремонт будет носить длительный характер, предположительно до осени 2021 года. Действующий отрезок полосы на этот период станет короче, что приведет к снижению возможности аэропорта принимать большие самолеты. Это значит, часть самолетов будет организована как стыковочные рейсы на аэродромах Мирного и Нерюнгри. На этом отрезке будут работать такие самолеты, как Ан-24. С 1 июля вступают в силу изменения федерального закона, которые должны защитить дольщиков от недобросовестных застройщиков. При этом количество самих застройщиков на рынке должно значительно уменьшиться. Повлечет ли это повышение цен на недвижимость, разбиралась Сусанна Рожина. Эти изменения однозначно приведут к повышению цен на недвижимость, поэтому многие люди уже сейчас покупают квартиры, пока цены сильно не поднялись. Нового года ставки были ниже, а сейчас получается, с 1 января ставки на 1% увеличились. До поднятия цен я хочу купить квартиру до лета. По итогам прошлого года якутяне оформили ипотечных кредитов на более чем 35 миллиардов рублей, что на 45% выше, чем в 2017 году. Будет ли рост ипотечного кредитования в этом году? Ведь многие игроки будут вынуждены уйти со строительного бизнеса. Два фактора, которые влияют в целом на стоимость жилья. Это первое, это изменение в законе по НДСу. НДС вырос, соответственно, и стоимость материалов, оно все растет. Да? И второй момент, который связан с новыми изменениями. Сейчас в Якутии более 60 строительных компаний. Из-за этих изменений их число может сократиться в 2 раза, и останутся лишь крупные компании, которые смогут играть уже по новым правилам. Кредит дают нам 11%. Раньше-то мы строили без процентов, соответственно, на 11% квадратный метр стоимости увеличится. Власти Якутии пытаются не допустить резкого снижения темпов строительства, ведь при росте цен естественным образом снизится и покупательская способность населения. Минстрой России по этому вопросу работает, и мы надеемся, что до 1 июля текущего года выйдет соответствующее постановление, и по нашим застройщикам, которые уже находятся на стадии завершения, эти изменения сильно не повлияют. Ежегодно в Якутии строительные компании вводят более 350 тысяч квадратных метров в многоквартирных домах. Со вступлением в силу новых изменений эти объемы, возможно, снизятся, а цены на квартиры поднимутся. Сусанна Рожина, Георгий Григорьев, Семен Семенов, Якутск. Сейчас короткая реклама, 1,5 минуты. Оставайтесь с нами и смотрите в нашей программе после паузы. Жилье молодым, как в Алданском районе, действует программа по предоставлению квартир молодым семьям, насколько эффективно и как работает механизм. Болеем за наших. Итоги соревновательного дня зимних детей Азии в Сахалине. Репортажи наших корреспондентов по видам спорта. Якутия-24, прямой эфир, программа «Итоги дня», в студии Влад Давыдов. Продолжаю выпуск. В Якутии планируют создать не менее 15 научно-образовательных центров мирового уровня. Сделать это собираются до 2032 года с перспективой до 2050 года. В парламенте обсудили участие республики в реализации приоритетного проекта «Наука» в формате круглого стола. Кроме того, планируют создать инфраструктуру научных исследований и разработок по северному оленеводству и внедрить современные технологии в развитие сельского хозяйства. Известно, что именно наука относится к компетенции Российской Федерации, да? А мы должны внести свою лепту, именно как реализовать этот проект. Там есть много направлений, в частности 3 направления. Это конкретно по созданию научно-образовательных центров на основе кооперации с производственными организациями, предприятиями. Второе направление – это кадровый потенциал, научный потенциал. И третье – создание инфраструктуры для проведения эффективных научных исследований. В Ленске молодежь района обсудила планы работы на текущий год. Участие приняли активисты со всех населенных пунктов Ленского района. Подробнее Светлана Балеева.
Сегодня в Ленском районе, как по всей республике, большое внимание уделяется работе с молодежью. В Ленске на протяжении нескольких лет работает программа развития молодежной семейной политики и патриотического воспитания. У нас различные мероприятия. Это поддержка молодых талантов. Выезжают наши делегаты на различные мероприятия уровней республиканского, международного, российского. Также у нас есть обучение студентов. Мы обучаем по приоритетным отраслям экономики нашего района. Это здравоохранение, культура, образование и сельское хозяйство. Также у нас есть подпрограмма формирования здорового образа жизни. Также существует ряд мер поддержки по семейной политике. Совещание проходило в формате вопрос-ответ. Исполняющий председателя Комитета по молодежной политике рассказала участникам о проводимой работе, поделилась планами на этот год, после чего каждый специалист подробно остановился на некоторых моментах. Можно от муниципального образования Ленский район учиться. Это первое высшее образование. В Российской Федерации можно выбрать любой город, любой вуз, соответственно, в рамках наших направлений. Мы оплачиваем за обучение студентов. Есть, конечно, критерии, это средний балл не ниже 4, который ребенок должен обучаться. И по окончанию учебного заведения необходимо вернуться в Ленский район и не менее 4 лет отработать. Никита Петроченко, специалист комитета, рассказал о грантовой поддержке некоммерческих организаций. То есть в 2018 году 10 миллионов было выделено, в 2019 11 миллионов. То есть в план уже заложено, то есть выделяется. Всех поддерживают. То есть до 600 тысяч можно получить грант. Там у нас комиссия создана, потом по баллам они определяют. Но более, которые социально значимые проекты, они всегда поддерживаются высоким баллом, и им выдаются 600 тысяч. После чего участники поинтересовались, как можно получить грант и что нужно для того, чтобы зарегистрироваться как НКО. Также в ходе совещания речь шла о развитии молодежной политики в поселениях и необходимости открытия молодежного центра в Ленске. По мнению председателя комитета Александры Сидоровой, центр станет местом целенаправленной работы по организации досуга и занятости молодежи. Нас услышали, глава в этом вопросе нас поддерживает. Сейчас мы ищем подходящее нам здание. Проект мы уже практически приготовили и представим на экономическом совете 21 февраля. И молодежный центр с коворкинг зоной стоит в планах на 2020 год. Мы надеемся, эти планы в жизнь воплотятся именно в 2020 году. В завершении совещания участникам были предложены ватман и фломастеры. От организаторов поступило предложение начертить примерный проект молодежного центра. Все мнения участников будут учтены при его реализации в жизнь. Также в ходе совещания был сформирован Совет молодежи. В него вошли 12 молодых людей, представители разных сфер деятельности, в том числе и с наследов. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Алданском районе действует программа по предоставлению жилья молодым семьям. Как работает механизм, с чего начать молодым? Татьяна Вахнина подробнее. Как, а главное где? Ведь гнездышко молодой семье. Своими силами пара едва ли сможет скопить большую сумму, чтобы купить квартиру. В Алданском районе реализуется программа по обеспечению жильем молодых семей. За будущими новоселами выбор квартиры. Ее выкуп идет по утвержденной процедуре. Молодые семьи самостоятельно ищут себе жилье, заключают договор с продавцами, предоставляют этот договор в уполномоченный банк. И уже средства из нашего бюджета на основании этих документов перечисляются уже непосредственно в банк, а банк уже на счет продавца. На реализацию программы по обеспечению жильем молодых семей выделяются деньги из бюджетов различных уровней. В зависимости от суммы определяется количество семей, которые получат вожделенные метры. В этом году из бюджета района выделено порядка 13 миллионов рублей. Размеры республиканской и федеральной субсидий будут известны позднее. Сколько нам поступит из федерального и республиканского бюджета, сейчас будет приниматься решение уже на уровне правительства. Мы заявку на прошлой неделе отправили и планируем, что уже весной определенное количество, надеюсь, что не меньше, чем в прошлом году, сможет улучшить свои жилищные условия. В прошлом году новоселье отметили 39 молодых семей, в 2017-м 36, а еще годом ранее квартиры получили 80 пар. То, что хорошее, оно обязательное. Но
скажем так, трудновыполнимая в некоторых случаях. Подводных камней в получении квартиры по программе обеспечения жильем молодых семей немало. Каждая отдельно взятая ситуация сопряжена с множеством трудностей. Однако в большинстве случаев проблемы связаны с невозможностью выбрать квартиру в срок, которая отвечала бы требованиям обеих сторон. Они не могут в определенный срок подыскать себе нормальное, хорошее жилье, которое удовлетворяет и их требованиям, и нашим требованиям, потому что требованиям должно удовлетворять и площадь. Нюансы индивидуального характера порой имеют место. Однако, по мнению новоселов, получение жилья стоит преодоления трудностей. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Впервые в истории международных игр «Дети Азии» были включены антидопинговые программы. Это коснулось шорт-трека и фигурного катания. Об этом рассказал президент Международного комитета игр «Дети Азии» Дмитрий Глушко. Введение данных программ связано с требованиями международных федераций по шорт-треку и фигурному катанию. При отсутствии организации допинг-контроля спортсмены могли быть недопущены к соревнованиям. Накануне была взята большая часть проб остались фигуристы. К соревнованиям они приступят завтра, 13 февраля. Результаты будут известны через 2 недели. Тем временем на зимних играх «Дети Азии» завершили соревнования горнолыжников в дисциплине «Слалом-гигант». Это один из самых сложных и трудных видов. Одна ошибка может стоить медалей. Репортаж Саргаланы Захаровой. На Сахалинской горнолыжке особенный рельеф. Этот склон полон крутых перепадов. Поэтому организаторы с учетом возраста спортсменов формировали трассу для соревнований, исключив самые сложные участки. На этих трассах проходит и ежегодный континентальный кубок в Южно-Сахалинске, чтобы не создавать большой сложности спортсменам. Но довольно непростая рельеф, ярко выраженный. Но несмотря на это, без травм не обошлось. Со склона эвакуировали горнолыжников из Индии, Монголии и Афганистана. Скорее всего, сказалась нехватка опыта спортсменов. Однако ошибки допускали и хорошо подготовленные участники. Я очень сильно ошибся на первой попытке и на вторую перегорел. У меня были все шансы на победу. И все равно с такими залетами я приехал. В этой дисциплине чаще всего все решают десятые доли секунды. Поэтому можно понять разочарование корейской спортсменки Ли Хаюн. Лыжница стартовала предпоследней. Общий результат за 2 заезда был лучшим – минута 40 секунд. И вот финишировала москвичка Анастасия Трофимова, которая забрала у нее победу. Я думаю, что выступила хорошо. Супергигант не мой конек. Из-за этого переволновалась на старте. Мне, конечно, хотелось после первой попытки удержать свою позицию. Но я понимала то, что мои соперники тоже сильные, и на какую-то удачу я не могла надеяться, только на себя. У юношей лучший результат показал представитель первой сборной островного региона Глеб Федоров. Подготовка к играм Азии дала возможность подтянуть значительно ребят этого возраста. Они пока, может быть, не в призах и не в медалях, но по сравнению с тем, где они были там полгода-год назад, они, конечно, очень спрогрессировали. Саргалана Захарова, Владимир Павлов, Сахалин, «Дети Азии». Состязались сегодня и сноубордисты в дисциплине Big Air. В квалификационный раунд вышли 8 девочек и 21 парень. Кроме российских сноубордистов, в стартовом списке были заявлены спортсмены из Японии и Кореи. Сюжет Нергуяны Егоровой. Никита Абазовик занимается сноубордом 5-й год. В его преимуществе знакомая трасса родного города. Своим основным соперником он считал японского спортсмена. Но его элемент не оставил сомнений в вопросе, кто же лучше. Сахалинцу поставили высокие баллы. Хорошо, что «Дети Азии» выпали именно на мой возраст. Я смог поучаствовать в них и завоевать золотую медаль. Ну, для меня одной из главных целей является выступить на Олимпийских играх и отобраться на них. Соревнования прошли в классическом формате с соблюдением международных правил. Судьи в первую очередь оценивали сложность исполнения, виртуозность гребов и флипов, чистое приземление без докрутов и касание руками. Было холодно сначала, а потом снег подтопило и стало меньше скорости. И поэтому у спортсменов из Японии и Кореи, у наших спортсменов в том числе, возникли проблемы со скоростью, из-за чего не получилось сделать более сложные трюки. Но и несмотря на это, они справились на отлично. Все молодцы, очень хорошие, сильные трюки. Все было очень здорово.
Девушки демонстрировали на склоне более сдержанные трюки. Первоочередной задачей был набор скорости и попытка улететь за третью линию. По сумме баллов лучше всех отличилась на трассе Софья Кожикова из Красноярского края. Когда вот смотришь на соперниц, думаешь, что как бы они тоже имеют уровень, и ты должен сделать лучше. Очень приятно, конечно, что вот такие соревнования я выигрываю, потому что, в принципе, я мало где выигрывала, но на международных первый раз выиграла. Свои медали чемпионы первых зимних спортивных игр «Дети Азии» получат в торжественной обстановке на Центральной площади. 14 числа, в четверг, мы увидим двух представителей из Якутии. Это уже будет слоп-стайл, то есть нужно пройти всю дистанцию от начала и до конца. Это 2 трамплина, также вот эти дропы и перила. Нюргана Егорова, Сергей Козюра, «Дети Азии», Сахалин. Это были итоги дня. Корреспонденты Якутии-24 ежедневно следят за развитием событий. Оставайтесь на нашем канале. До встречи.